Куйбышев конца 80-х годов 20 века. Крупнейший промышленный и культурный центр СССР. Именно отсюда родом знаменитый полтинник, так называют пилоты Ту-154. Самый массовый советский реактивный пассажирский самолет. В начале 90-х здесь строятся мощные ракетно-космические комплексы «Союз-Прогресс». В городе на Волге свыше десятка крупных вузов. Учиться в медицинский и авиационный приезжают студенты со всего Союза. В Куйбышеве пока все как и прежде. Еще немного, и атмосферу внешнего спокойствия нарушит неустойчивый ветер перестройки. О своем праве на жизнь заявит новая организация. Сначала мы собирались в квартирах, несколько человек, а потом здесь вот договорились с Домом молодежи. Комсомол здесь помог. И первое собрание 15 января 1989 года мы здесь провели. До собрания мы направили письмо в руководство области, в обком партии. О том написали, что есть проблемы серьезные, что здесь, в Самаре и в других местах, в области, в городах, очень затруднено изучение татарского нашего родного языка. Привет, привет, салям. Давай, мря. Ахмед Нафигин и Азат Надиров. Когда-то инженеры заводов и конструкторских бюро, сегодня они вспоминают, как начинали свою общественную работу. Этих уникальных документов вы не найдете ни в одном архиве. Здесь целая эпоха. Зарождение татарского культурного центра. Письма в обком и горком КПСС, проекты уставов, черновики, просьбы, обращения. Активисты были не одиноки. Одновременно с ними работу по возрождению национальной культуры начала еще одна инициативная группа. Я был типичным продуктом советской системы. Школа, октябренок, пионер, комсомолец. Я на себе испытал столкновение влияний. Национального, мусульманско-татарского со стороны родителей, и атеистического, русско-советского со стороны государства. Это была мощная, хорошо организованная система воспитания и обучения. Она пронизывала все сферы жизни. В 80-е годы 20 века в Куйбышеве не было ни одной национальной газеты. О том, чтобы дети изучали родной язык, даже не могло быть и речи. Радиопередачи из Казани практически не прослушивались. Единственная отдушина самарских татар – мечеть до концерта национального ансамбля «Елканлы-Ешлек». Но это была лишь капля в море. Я чувствовал себя сильно обрусевшим татарином и носил имя Саша, как тогда это было принято, что ли. Но уже в более взрослом состоянии, уже когда я учился в Одесском мореходном училище, пришло уже такое, если не взрослое, то юношеское осознание, что я татарин. Я именно татарин, что я этим горжусь. И что я не Саша, а я Шамиль. Biz içe oturuştuk и uyladık uyuşturuğa татар культурный центрын. Ул вакытында Самарда бернинди татарлар өчен бер нәрсә юк иде. Мәктәптә юк иде, садикларда юк иде. И аралашып сөйләшергә даже урын да юк иде. Шуның өчен бергә җыелып сөйләштек и халык өчен, халыкның иҗатын күтәрер өчен, халыкның тырышлыгын күрсәтер өчен решили, тырыштык инде создать оргкомитет культурного центра. Тем, кто выступает за возрождение национальной культуры, помогает само время. 80-е годы для Советского Союза – эпоха больших перемен. Бурные события в Закавказье и Прибалтике, афганская война, жажда независимости бывших союзных республик. Желание знать, кто ты и откуда, уже не вызывает ни у кого панического страха. В КПСС берут курс на демократизацию. В стране бурно расцветает советский бизнес. Повсюду открываются кооперативы и молодежные центры. Впервые у национальных меньшинств появилась возможность заявить и о себе. Это была эпоха больших надежд. Да. Надеялись на то, что произойдут какие-то существенные изменения в жизни людей. Люди их давно ждали, этих изменений. И к этому были определенные предпосылки. Начали возникать общественные движения,
которые занимались самыми различными вопросами. Это было необычно, но это не входило в противоречие с общей политикой государства, потому что партия, это КПСС, которая в это время существовала, она обратила внимание на эти движения. Многие из этих людей очень даже положительно относились к этим явлениям и поддерживали их. В декабре 1988 года в Куйбышеве на квартире у активиста Фаика Фарукшина произошла теперь уже легендарная встреча двух инициативных групп. Именно тогда стало ясно, чтобы сплотить татарский народ, нужна организация. Для официального и открытого продвижения ее решили назвать не общественно-политической, а просветительской. Главной задачей Куйбышевского татарского культурного центра стало создание системы обучения национальному языку и культуре. Первое учредительное собрание оргкомитета состоялось 21 января 1989 года. Было и страшно. Особенно в первые месяцы. Потом, когда мы уже все-таки публично обратились в органы власти, в том числе и в партийные органы, и в комсомольские, уже происходил перелом, готовились к партконференции, и вот произошло изменение отношения к национальным вопросам. Нам разрешили официально создать организацию, нам дали официальное разрешение в горисполкоме на проведение учредительного собрания Тугантель. Когда мы подготовили публичное обращение, открытое к органам власти, о том, что нам необходимо возродить в Самаре систему детских татарских садов, татарских школ, клубов, газет, радио, телепередач, люди сотнями подписывали это вот открытое обращение. Минем için мына халыкны йокыдан уяту. Самарда да татарлар барын, аларның туган телен күтәрү өчен, халыкны оештыру өчен башлап ибәргән эшне башыннан чыгарга мөмкинлеген аңладык. Вот шуннардан соң инде беренче мәртәбә собрание үтте. Собраниены үтәр алдыннан без халыкларны чакырдык, объявлениелар бар иде. Муфти белән сөйләштек, аны чакырдык. Ул мәчеттәге кешеләрне җыештырып инде бабайларына килгән иде. Бесспорно, русский язык стал для всех нас, всех советских людей нерусской национальности, родным языком. Русский язык – язык Родины, язык дружбы и сотрудничества всех народов СССР. Мы, конечно, благодарны Родине за эти прекрасные возможности, но нам близок, дорог и необходим наш, родной татарский язык, язык матери, дороги песни, культура своего народа. Люди охотно поддерживали активистов. 27 мая 1989 года в Куйбышеве состоялась учредительная конференция, и новая организация юридически начала свою деятельность. Есть такое чудесное слово «энтузиазм». Энтузиазм. Мы все были одержимы идеей национального возрождения, сохранения языка, культуры. Мы уже к тому времени почти все были людьми состоявшимися, уже женатыми, у нас были и дети. Мы работали так напряженно, что практически каждый месяц у нас проходило какое-то массовое мероприятие. Это было в новинку, это было интересно, народ прямо как воспрял духом. Работа кипела. Ради общей цели не жалели ни собственных сил, ни средств. Только за полгода Центр организовал несколько десятков мероприятий. Из протоколов оргсобраний тех лет. 3 февраля в ДК «Аврора» провели вечер татарской культуры и отдыха. Было 250 человек. 24 февраля открылся зимний сабантуй. Собралось более 2000. Людям понравилось. Мы все технари на заводе работали. Большинство, конечно. Тут и журналисты были, юристы были. Но сравнить, если заводскую работу, которую все мы делали, это, и эту работу, это совершенно, конечно, разное было. Но мы все... И тут надо было знать и юридическую сторону, и бухгалтерию, и кроме общей политической. Поэтому, конечно, нам было трудновато, конечно. Но мы это
преодолевали, потому что у нас такое желание было. Я в двух мирах жил, всю жизнь удалось. В мире науки и в мире искусства. Наука – это я после окончания с отличием политехнический институт Куйбышевский, Куйбышевской, 63 года, получил направление фирмы Кузнецова, который в то время решал национальную задачу, разрабатывать двигатели для ракеты, для посадки советских самолетов на Луну. Вот эта задача, она прямо в начальной стадии, так горел завод, так старался, так работали. И вот это вдохновение, оно и меня увело, и я уже в науку вошел, потому что там проблемы были, их решать пришлось так, и наука. Дальше наука и искусство, это два крыла, которые, на которые я нахожусь и которые меня поддерживают. Теперь о любом мероприятии татарского культурного центра моментально становится известно всему городу. В Куйбышев часто приезжают артисты из Казани. Национальная борьба для горожан уже не кажется экзотикой. В начале 90-х годов в татарском центре около 30 активистов. Они работают сутками, забыв про все на свете. Готовят мероприятия, ищут финансы, договариваются с арендаторами, артистами, докладчиками. Ради общей цели возрождения и сохранения национальной культуры здесь трудятся целые семьи. Вскоре о деятельности центра уже пишут все областные СМИ. Это, вернее, вырезки из тех газет, которые подробно описывали каждый шаг создания Куйбышевского еще тогда татарского культурного центра «Тугантель». А в газете «Волжская коммуна» это о первой татарской воскресной школе при школе рабочей молодежи номер 15 Советского района. На базе этой вечерней школы потом возникло наше муниципальное образовательное учреждение школа Якталек с углубленным изучением отдельных языков, а именно татарского языка и литературы. В начале 90-х вслед за Куйбышевым татарские культурные центры открываются в Тольятти, Сызрани, в Похвестневском и Клявлинском районах. Активистам удалось решить вопросы с Главным управлением народного образования. В сельских и городских школах ищут учителей для преподавания татарского языка. В 3 библиотеках Куйбышева открываются отделы татарской литературы. В работе оргкомитета принимают участие национальные творческие коллективы. Активные группы татарского центра теперь базируются в ДК «Родина». Сегодня это госучреждение Дом дружбы народов Самарской области. Да, это историческое здание. Раньше был совсем вид другой у этого здания, ДК «Родина». И первые татарские кружки, первые собрания проходили именно в этом клубе, в этом здании. Сейчас современное, очень хорошее здание. Созданы все классические условия для развития национальной культуры. Выступления активистов татарского центра все чаще звучат на Куйбышевском радио и телевидении. Молодая организация уже известна далеко за пределами области. Налажены связи с общественниками Казани, таджикской, чувашской и еврейской общинами. Среди основных задач центра – организовать во всех городах и селах Куйбышевской области филиалы, открыть студию звукозаписи татарской национальной музыки. И самое главное – привлечь новых активистов. Алай артык халыкны көп чакырып булмады. Халык ничек әйтергә кирәк, курка гына җыела иде. Беришесе ышанмыйча, беришесе шикләнеп, алай да берәм әзәз генә шулай җыелды халык. Менә бу памятка дигән документта бик ярдәм итте. Ник дисәгез, анда куелган максатлар
халыкның менә бу куркуын әзрәк янга куйды. В 1927 году директора школ татарских, а их было несколько в Самаре, преподавательский состав собирал народные театры, ставили спектакли классические, такие как «Зангер-Шайль», «Ок-Калфак» и так далее. В 1928 году, там, где сейчас находится Дом промышленности, там был стадион, там проводили Сабантуй. Так что говорить о том, что это вот на пустом месте возрождение произошло, я думаю, что не совсем верно будет. Татарский центр был разделен на несколько секций. Была секция по связи с религией, благодаря чему мы стали общаться с мечетью. Не секрет, что мы, в общем-то, воспитывались в духе атеизма. И не только я, но и мои родители то же самое. Мы ездили очень много на моей старой Волге по области, в том числе и в Сызрань. Мы приехали в Сызрань, там Кашпирский рудник есть такой, слышали. Там огромнейшее количество татар, но они были настолько отчуждены от культуры. Если мы привозили из Казани литературу на себя, мы здесь насильно отдавали, и они не брали, поскольку они читать не могут. Представители татарского народа всегда принимали самое активное участие в жизни и судьбе своей родины. И то, что в 80-е годы XX века, после советского периода забвения, они вновь заявили о себе, лишь историческая закономерность. Это фундамент того, что в течение 25 лет привело к тому, что Навруз, Сабантуй, детские фестивали, они стали уже традиционными. Народ уже знает, валит на эти праздники. Школа Яктылык с татарским этнокомпонентом – это тоже результат вот того фундамента, который мы заложили. И помогли мусульманской организации в соборной мечеть, чтобы землю предоставили. Тугантель – это замечательная организация. На мой взгляд, это самая мощная из этнических организаций, которые у нас сегодня существуют. Но татары ведь вообще живут очень глубокой, насыщенной внутренней жизнью. У татар большая культура, очень серьезная, очень древняя. Они сохраняют язык, они сохраняют какие-то ценности своего бытия исторического. Вот. Причем это касается многих сторон жизни. В этом плане они недооценены просто, понимаете, бывает у нас. Но они не склонны, в принципе, противопоставлять свою культуру другим культурам, которые существуют. Сегодня в областном татарском культурном обществе Тугантел работает уже новое поколение. Но их цели, как и 25 лет назад, все те же – сохранить и донести до своих потомков все то, что накоплено веками – мудрость своего народа.